Все направления Коми отделения РДШ сегодня на пике деятельности и готовы продолжить и улучшить свою работу. Об этом говорили на первом заседании Координационного совета при главе региона по взаимодействию с российским движением детей и молодежи. Оно прошло в рамках слета детских, молодежных и общественных объединений республики. О новых предложениях и идеях самых активных школьников Коми расскажет Дарья Волокжанина. Стенды Российского союза молодежи, Детского общественного союза, экоцентра, студотрядов, волонтеров Коми. На слете представлены большинство объединений Коми. Их представители охотно рассказывают про свою деятельность главе региона. Вот, скажем, презентация детской журналистской студии «Дежурка». Она снимает фильмы в районах о малой родине, проводит эко-игры и даже большие фестивали. Наша организация уже более 7 лет, мы занимаемся давно. На этом стенде вы можете видеть фотографии с конкурсов и проектов, в которых мы участвовали. Наверное, самое важное – это проведение 3-го открытого фестиваля детского биотворчества «Мышкой» на грантовый конкурс в республике. Туда было подано больше 120 заявок из разных регионов нашей России, и также из Эстонии и Украины. Останавливается Владимир Уйба у стенда в Юнармии. Патриотическое воспитание – одно из основных направлений российского движения школьников. Сегодня в рядах юнармейцев в Коми более 7300 ребят. В начале работы заседания Координационного совета глава региона предлагает почтить память погибших и сражающихся в спецоперации на Украине. Далее Владимир Уйба обращается ко всем присутствующим в зале. У каждого из вас, независимо, юнармеец, волонтер, студотрядец, должен быть внутренний порыв для того, чтобы найти и сопровождать семьи или семью, родных, близких, наших ребят, которые сегодня нуждаются в вашей опеке, наших ребят, которые сражаются за нашу свободу и независимость. Провожая наших бойцов, мобилизованных, я их всех лично провожал, я им обещал ровно то же самое, чтобы они спокойно били врага, а мы в тылу обеспечим крепкий, спокойный и надежный тыл родным и близким, которые остались, и зачастую на отце, на брате держалось очень многое. В сельской местности это заготовка дров, помощь по хозяйству, в городских условиях это помощь в вопросах опекунства, в вопросах вовремя принести больным лекарства, пить еду. И вот это сейчас должно лечь на наши с вами плечи. Сегодня первоочередная задача в стране – создать все условия, чтобы молодежь смогла проявить таланты и самореализоваться. И в нашем регионе сейчас есть более 400 различных объединений детей и молодежи. Сейчас практически РДШ находится на пике, и все направления срабатывают на ура. То есть сейчас можно не выделять все эти направления, они работают по полной программе. В каждой школе и города Сыктывкара, и в республике Коми практически есть первичное отделение российского движения школьников. В июле этого года президент открыл новую страницу в развитии молодежных объединений в нашей стране. Владимир Путин подписал закон о российском движении детей и молодежи и сам возглавил наблюдательный совет. Теперь активисты школ и молодежи смогут сами реализовывать идеи для развития республики и страны. В нашей республике мы следующий год, 2023, объявили годом молодежи, не договариваясь, естественно, не зная о том, что президент возглавит наблюдательный совет, не зная о тех инициативах, еще просто мы в следующем году, у нас в этом году из Министерства образования и науки выделяется молодежная политика. Мы создаем, уже создали де-юре орган исполнительной власти. То есть это, если вам более понятно, то это министерство, хотя это комитет по молодежной политике. Почему мы это сделали? Опять же, не в угоду моде, развития молодежного движения, а именно исходя из того, что 2 года я
работаю главой республики, и правительство работает, и мы просто почувствовали вот точно совершенно необходимость такого самостоятельного органа, который бы занимался именно молодежной политикой. Развивать этнокультурный компонент на телевидении, создать проект «Мастер года» для детей, открыть региональный медиацентр, организовать фестиваль молодых активистов в области СМИ. Это предложение юных участников слета для представителей власти региона. Все они будут рассмотрены в ближайшее время. Дарья Вологжанина, Анастасия Тюрнина, Иван Бакамолов, телеканал «Юрган».